Друзья, приветствую всех на своем канале. С вами сегодня Астарта Сантья Тара, и мы будем делать с вами расклад пробный. Не знаю, понравится вам или нет. Пишите комментарии, делать такой расклад или нет. Я планировала делать его еженедельно. Будет он называться «Наши отношения». Будем смотреть вашу сторону и его сторону. И куда движутся ваши отношения, да? Куда идут, в какую сторону развиваются. Будем смотреть 3 варианта, как обычно. Период это будет неделька у нас, получается, с 16 по 22 декабря. Пишите, пожалуйста, комментарии. Делать такой расклад, не делать, понравился вам, не понравился. Если понравился, то значит будем делать. Если нет, то значит будем снимать что-то другое. Ну что, спросите, сосредоточьтесь, спросите, как будут развиваться наши отношения, и загадайте свой вариант. Я перехожу к варианту номер 1. Ну что, первый вариант, смотрим вас. И сигнификатор дамы на этой недельке в отношениях, да, как она видит отношения. 5 кубков. Вам достаточно одиноко и некомфортно сейчас находиться в таких отношениях и вообще в той ситуации, которая у вас сложилась. Да, есть определенный ресурс, да, есть определенный фундамент отношений, но вам этого недостаточно, вы чувствуете себя достаточно одиноко, достаточно брошенной. Вот тут грусть, печаль, тоска, одиночество, в общем, все, что сопровождает, да, такие чувства, все вот эти вот переживания, одиночество внутреннее. И также воспоминания прошлое не дает покоя. В прошлом либо была ситуация достаточно такая неприятная, негативная, либо было вот прям предательство. Но все равно и были хорошие моменты, с которыми вы сейчас, в принципе, и живете, на которые вы отталкиваетесь, от которых отталкиваетесь, которые дают вам надежду на то, что все будет хорошо, все выправится. В общем-то, фундамент есть, надежда на то, что все наладится, есть. Сигнификатор мужчины 9 жезлов. Он сейчас предпочитает вообще отмалчиваться, ушел в себя, не выходит на контакт. Вот у него сейчас какой-то период, знаете, внутренних каких-то переживаний, когда мужчина закрывается, никого к себе не подпускает и предпочитает занимать такую позицию достаточно отдаленную и одинокую. И ему пока вот в этой позиции приятно, гармонично, спокойно. И пока, по крайней мере, на этой недельке, мы смотрим всего лишь этот расклад на недельку, он будет так и находиться внутри. То есть открываться вам он не будет. Хотя вы будете ждать, что он пойдет на контакт, что он как-то проявит себя. Ваши мысли о мужчине, карта Луна. Вот здесь, конечно, вы не понимаете, что происходит. Есть непонимание, неизвестность, да, туманность, в общем, все, что сопровождает у нас аркан Луна. Вот здесь, конечно, еще и какие-то терзания, неуверенность в себе, и от того, что мужчина закрылся, да, у вас тоже есть некое такое чувство и в мыслях одиночества. В общем, вот эти 2 карты, они друг друга подчеркивают, я бы так сказала. Мысли мужчины о вас, 5 пентаклей. Вот вы знаете, как-то он думает о вас в ключе вот почему-то он не получает от вас тех энергий, тех чувств, которые он ждет. Вот тут есть большая нехватка, по его мнению, да, с его стороны, от вас каких-то эмоций, каких-то проявлений чувств, любви, расположения к нему. Тут ему не хватает. И он видит вас какой-то достаточно одинокой. И еще и, знаете, вот в некоторых моментах еще и достаточно нервной такой, знаете, она не хочу говорить
прям русским языком, в общем-то, нервная такая ситуация, достаточно агрессивная в его сторону. Но тут-то можно и по крайней мере, да, вы понимаете, почему вы нервны по отношению к нему, потому что вы от него тоже не получаете и тоже ждете какой-то открытости, каких-то чувств, каких-то эмоций и не получаете. От этого тоже вот карта Луна, неизвестность и туманность. И с его стороны он закрыт и в то же время видит вас такое вот чувство и холодное по отношению к нему. Но мужчина просто пока не понимает, что он не дает, не подпускает вас к себе. Чувства ваши по отношению к нему, двойка жезлов. А у вас тут вот как раз таки, смотрите, да, такой конфликт внутренний. Вам и хочется, и колется, как говорится, и мама не велит. Но вы, так как вы девушка умная, мудрая, вы пытаетесь все это как-то нивелировать, все это как-то вот успокоить, потушить в себе и в своих проявлениях. Да, в чувствах есть злость, да, есть раздражение, но это все потому, что мы здесь видим, да, что в мыслях у вас туманность, и вы не понимаете, что же происходит. Еще у некоторых вот здесь может оказаться, что дамы думают о том, что есть измена, что есть третий человек, что есть какой-то враг в отношениях, человек, который ваши отношения портит. И от этого в чувствах может быть агрессия, нервозность, и вот разрываетесь вы. Да, нет, нет, да, есть или нет, и что вообще происходит, и почему он так себя ведет. Вот здесь, конечно, конфликт внутренний тоже присутствует, да, в чувствах к нему. У него чувство к вам, десятка жезлов. Ему тяжко, ему тяжело, ему как-то вот, ну вот, видимо, у мужчин, да, период сейчас такой в жизни, что ему в принципе все в тягость, и отношения тоже. Да, отношения есть, и он как бы пытается сохранить, но вот, видимо, прошлое и те переживания, что были в прошлом между вами, те какие-то эмоции, слова, они на него давят, они не дают ему ну вот двигаться дальше. Как-то они его вот прям придавливают, даже эмоционально и морально, и чувственно. Вот внутренний человек закрывается, потому что есть переживания прошлого, потому что есть обида. Видимо, была ссора, был конфликт. И по пятерке жезлов, прошу прощения, пятерке кубков, об этом можно говорить. И поэтому мужчина закрылся, сейчас выстроил перед вами стену. И вот та ссора, тот конфликт на него сейчас давит и не дают ему открыться. Он чувствует себя таким вот, знаете, как после войны, после боя. Весь израненный, весь искалеченный. Эта богиня, она выиграла борьбу, да, она выиграла эту войну, но на самом деле это далось ей очень и очень тяжело, очень и очень нелегко. И длительное время пришлось ей бороться и отходить. Так, ваши действия по отношению к нему на этой недельке. Двойка кубков. Вот здесь, смотрите, во-первых, вы все-таки будете ему показывать свое расположение, свои чувства, свои эмоции, то, что он вам нужен и важен, что вы скучаете по нему, что вы тоскуете, и, может быть, будете даже к нему сверхвнимательны, чересчур внимательны к всяким там мелочам. Не знаю, может быть, что-то приготовите, там, что он любит, или будете на протяжении всей недели ему там готовить, говорить ему комплименты, поддерживать его, в общем, делать все, чтобы его как-то к вам расположить, чтобы этот мужчина подуспокоился, чтобы он расслабился, чтобы он наконец к вам и с вами открылся, чтобы он был к вам расположен с открытым сердцем, с открытой душой. Его действия. Карта Дьявол. Здесь он также будет показывать, что вы ему нужны, вы ему важны, и он к вам привязан, никуда он от вас не денется. Но вот так вот сложилась на этой недельке ситуация у него внутри, что, тяжело ему пока быть с вами открытым и чувственным. Но в действиях он все равно будет показывать, что он с вами связан, он к вам привязан.
Ну, и здесь, конечно, есть еще и место интимное каким-то моментом вашему внутреннему. Вот здесь он может проявлять себя тоже активно и открыто. Вот, потому что физически, да, вы ему будете прям необходимы. Он в этом будет нуждаться. Вот смотрите, да, у вас карта более чувственная, более такая эмоциональная, более такая гибкая, нежная. У него же все более страстно, более ярко, более вот на таком энергия янская прям будет от него сочиться, а у вас же наоборот иньская. И куда движутся ваши отношения, куда они идут на этой недельке. Туз кубков, солнце и шут. Но вот здесь какие-то, в принципе, очень даже и в конец недельки должен завершиться на такой достаточно мирной, благополучной, любящей ноте, в эмоциях, в любви. Оно же должен, прошу прощения, наступить новый этап. Этап такой яркий, радостный и легкий, когда вам будет легко, вам будет комфортно, вам будет уютно, даже в стенах вашего дома, или если вы не вместе, то, по крайней мере, встречи, свидания будут достаточно легкими, гармоничными, открытыми, любящими такими. Так что, дорогие мои единички, это был ваш вариант. Всего вам самого хорошего. Любви, конечно, гармонии, удачи, счастья, благополучия и здоровья. Любите и берегите себя. Если видео вам нравится, пожалуйста, пишите комментарии. У нас, как говорится, премьера, да. Понравится вам такой формат расклада, не понравится. В общем, жду от вас обратной связи и перехожу к варианту номер 2. Итак, второй вариант трактуем для вас, как говорится, премьера. Жду от вас обратной связи. Нравится вам такой формат или не нравится расклада? Итак, сигнификатор дамы. Как она видит отношения на этой недельке? Карта Иерофант. Ну, здесь отношения видится вам через призму брака. Если вы вместе давно, да, и уже отношения официальные, то, конечно, только так это и видится. Отношения спокойные, отношения гармоничные, уже достаточно бытовые, когда люди друг к другу привыкли, знают, чего ждать, чего не ждать от партнера в той или иной ситуации. В общем, достаточно спокойный, мирный отношения. Также, смотрите, вы, дамы, можете на этой недельке как-то немного абстрагироваться от отношений, от брака и заниматься своими какими-то делами, личными увлечениями, хобби и так далее. Погружение в изучение каких-либо предметов и ваших занятий, увлечений, работы. В общем, погружение куда-то вот в то, что вам интересно, нужно и важно. Лично вам это вот ваши работа, хобби, может быть, бизнес и так далее и тому подобное. Сигнификатор вашего мужчины на этой недельке, да, как он видит отношения, туз пентаклей. А мужчина занят, вот, видимо, зарабатыванием, бизнес своими бизнес-делами, какими-то договорами, партнерством, таким деловым контрактами, заключение каких-то сделок, договоров. Но и в то же время видит, что отношения развиваются достаточно спокойно, гармонично, и, может быть, даже ему кажется, что сейчас что-то меняется в отношениях, потому что все-таки это туз пентаклей, да, это новая энергия. Вот видит он, что отношения движутся куда-то в новом направлении, но куда они приведут, пока он не видит. Но ему кажется, что это достаточно удачно, хорошо для него и очень даже, ну вот, в такой прекрасной и, знаете, перспективной форме. Вот так я бы сказала. Мысли дамы о своем партнере, о мужчине. Двойка жезлов. Ну, во-первых, конечно же, она видит его своим мужчиной, да, таким сильным, волевым партнером. И в то же время здесь есть место некому внутреннему такому конфликту, небольшой такой агрессии, но здесь
вы дама мудрая, вот у нас, да, сигнификатор отношений жрец выпал, дама спокойная. И все это вы будете стараться нивелировать, все эти агрессии, нервные какие-то, нервозные нотки в отношениях, вы будете стараться их на нет уводить, потому что, ну, это не нужно, это не важно, и просто это здесь и сейчас ни к чему. Какой он видит вас? Семерка пентаклей. Вы для него девушка прекрасная, вы для него девушка красивая, вы для него женщина, которая дает ему энергию, дает ему свободу, дает ему возможность расти, развиваться, которая всегда поддержит, которая всегда поможет и которая, конечно, всегда рядом. И также вы его вдохновляете и толкаете на какие-то некие новые решения, предприятия, стремления, задумки. В общем, на креатив его подталкиваете, да, прям вы для него вдохновитель. И причем вдохновитель такой, который всегда все идеи, все предложения ваши, они всегда дают свои плоды. Такой он вас и видит. Вы для него вот креатив, вы для него фантазер, но фантазер такой прям реальный, который ему помогает. Ваши чувства к мужчине, дамы. Паш кубков. Ну, вы к нему открыты, вы к нему со всей душой, легко, вы к нему относитесь легко, да, конечно же, с любовью, с расположением. И, скорее всего, здесь еще, знаете, вот в двери праздников вы можете ему как-то намекать. Может быть, на подарки, может быть, куда-то съездить, может быть, устроить какую-то вечеринку, гулянье. Ну, в общем, отметить с шиком и с блеском этот Новый год, или даже если не Новый год, а какой-то праздник у вас будет еще и до Нового года, вот здесь вы можете ему как-то вот декларировать, транслировать, что хотелось бы какого-то веселья, праздника, развлечений, и в чувствах вы к нему открыты, в чувствах вы к нему расположены. Его чувства к вам, аркан правосудия. А он вот пока что думает, соглашаться ли на ваше предложение или нет. Вот он взвешивает туда-сюда, но пока не решил, что же ему делать. Это, дамы дорогие, расклад всего лишь на неделю, поэтому здесь о каких-то глубоких чувствах, да, речи быть не может. Здесь мы оговариваем, что он будет переживать и что чувствовать к вам на этой недельке. Вот здесь, скорее всего, он будет взвешивать и думать, как бы дать вам то, что вы хотите, как бы правильно решить, что предпринять, чтобы добиться того, на что он нацелен, к чему он стремится, а его цели и стремления, желания, я думаю, связаны все с вами. Поэтому здесь мужчина, да, и смотрите, дальше идут и действия, и сигнификатор, здесь одни пентакли. Вот здесь, скорее всего, мужчина как раз-таки думает о материальной стороне отношений, о том, что он добытчик, о том, что он мужчина в семье и должен добывать, зарабатывать, содержать, кормить, поить, одарять, любить и так далее и тому подобное. Вот здесь у него мысли на этой недельке больше материальные. И, конечно, как бы вас одарить к Новому году или к некому празднику. Действия ваши по отношению к нему. У вас вот какие-то действия, пятерка пентаклей и аркан сила. Вот будете вы на него давить, будете вы требовать, но требовать вы будете с мудростью, с толком, с расстановкой, не будете перегибать палку. Да, можете там в какой-то момент обидеться, показать свою фи, хвостиком махнуть, но это будет настолько мудро, настолько умно, настолько хитро, что он даже не заметит. В действиях вы все равно должны будете добиться своего, и я думаю, добьетесь, аркан сила, все равно того, что вам нужно, то, что вы хотите. Мужчина будет всеми силами смотреть в ответ его действия к вам, аркан маг и рыцарь пентаклей. В ответ давать вам и пытаться дать вам все то, что вы желаете, что вы хотите. Опять же, все это связано с материальным, с неким таким
творческим импульсом, да, вот вы ему, скорее всего, идею-то подали, что-то ему сказали, потребовали, может быть, вдохновили его на какие-то действия, и будете от него ждать и подталкивать его к тому, чтобы получить то, что вы, как говорится, заказали, и он всеми силами будет пытаться добиться ну, вот, желаемого, да, как-то вам помочь, как-то вас одарить. Вот у нас рыцарь Пентаклей, он попытается дать вам то, что вы хотите. Может быть, какой-то грандиозный подарок вам на Новый год или на тот праздник ближайший вам одарить, преподнести, сделать вам сюрприз. И куда же движутся ваши отношения на этой недельке, да, то, к чему вы придете, в принципе, в конце. Аркан башня, король жезлов, шестерка жезлов. Ну, смотрите, башня у нас начинает эту триаду. Конец недельки может пойти у вас в отношениях не так, как вы ожидали. Можете разругаться или будет какой-то конфликт небольшой. Но далее у нас идет король жезлов и шестерка жезлов. Далее проявите мудрость, такт и ну вот весь свой жизненный опыт, да, но тут больше о мудрости. И все-таки отношения выйдут на такой уровень. Да, можете дать друг другу то, что вы друг от друга требовали, но придется немного повыяснять отношения, придется немного поконфликтовать, показать друг другу свою фи, причем это можете сделать и вы, и мужчина. Но все равно шестерка жезлов это у нас движение, да, победное, так что я думаю, что все равно вы друг другу дадите, что хотите и что друг от друга ждали и требовали. Хоть это будет и не так гладко, не так легко, как думается, по крайней мере, вот в начале недельки. Потому что аркан башни у нас все равно разрушительный и может все пойти не так, как вы хотели. Вы, конечно, придете к точке Б, да, к которой стремитесь, но не по прямой, прервалось видео, придете вы к точке Б, да, она может быть не по прямой, а в обход в любом случае. И это был второй вариант, дорогие. Будьте счастливы, будьте любимы, будьте здоровы, берегите, любите себя. Пусть все будет в вашей жизни прекрасно и благополучно. Я с вами прощаюсь. Пожалуйста, если видео понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии и да, напишите, нравится, не нравится такой формат расклада. И я перехожу к варианту номер 3. Да, к третьему варианту. Итак, третий вариант. Смотрим вас. И сигнификатор дамы в этом раскладе пятерка мечей. Ну, вот здесь, увы, эта неделька для вас будет, да, достаточно такая тяжелая, нервная. Могут быть обиды, ссоры, для некоторых даже и предательство. Но неделька, все-таки это расклад на неделю, не на большой срок, поэтому я думаю, что здесь просто будут какие-то недопонимания и конфликты в отношениях. Сигнификатор мужчины на этой недельке — рыцарь мечей. Он может быть также нервным, агрессивным, что-то, видимо, у него не получается, куда-то он постоянно бегает, прыгает, видимо, к чему-то стремится, но пока то, к чему стремится, он догнать, получить не может. Здесь агрессия и у него, но у вас больше так вот обиды и ощущения, что вот, ну, обидел, предал, вот такие вот ощущения. Ваши мысли о мужчине. Семерка жезлов. Ну вот, я думаю, что вы, в принципе, на этой недельке не будете его к себе допускать. Как-то вы захотите от него отгородиться, как-то вы захотите от него закрыться. И в свое пространство, в свою жизнь, в свои мысли, чувства вы его пускать не будете. Даже если он и будет вам декларировать, да, что вы ему нужны, что он в вас нуждается, но вы
не пойдете на уступки, тут с вашей стороны защита и агрессия, причем ну, в такой вот форме. Вот нет и баста. Тут пока вы не готовы пускать его в свою жизнь. Его мысли о вас. Тройка жезлов. У него такое ощущение, что некий период в отношениях он закончился, завершился. И вот знаете, тут у мужчины ощущение, что все, что сейчас между вами происходит, все, что сказано, что не сказано, что понятно, непонятно, в общем, все это заслужено. Все так или иначе шло к тому, что сейчас в отношениях происходит. Вот тут какой-то некий завершающий этап, и это как бы у него, для него, по крайней мере, было ожидаемо, что отношения движутся в сторону ну, вот, негативных каких-то состояний. Ваше чувство по отношению к нему, 4 мечей. Вы чувствуете себя одиноко с ним, почему-то все-таки ждете от него каких-то действий, каких-то решений, но это ожидание не приносит никаких результатов, ожидания ваши не вознаграждаются. Все равно вы в позиции такого одинокого ожидания непонятно чего. Желаете одно, но получить то, что хочется, то, что желается, не можете. Здесь какая-то еще внутри, знаете, такая пустота и стагнация, когда пока вот внутреннее ощущение, вот как пустота внутри, дыра, и вроде бы и не больно, вроде бы и больно, вроде бы и хочется, вроде бы не хочется, а хочется, чтобы вот пока закрыться и пережить, переварить то, что происходит внутри. Его же чувства по отношению к вам у него влюбленные. Вот здесь, с одной стороны, конечно, можно сказать, что есть у него чувства, есть любовь, есть расположение, но, дорогие мои, по его раскладу и по вашему раскладу я бы сказала, что тут есть намек на измену с его стороны. И вы об этой измене вы узнали, и он даже догадывался о том, что такое может быть, что вы узнаете. В общем-то, для него это ожидаемо. И если я права, и тут есть место любовным треугольникам, а судя по выпавшим картам, тут есть намек. Но не обязательно, да, что это была там любовница. Может быть, это третья сторона в отношениях, которая просто мешает отношениям, которая пытается отношения разрушить. Это не обязательно третье лицо и измена. Такое тоже может быть. Но вот с его стороны, да, в чувствах есть место и выбору, и в чувствах есть место любви. Но это, знаете, как-то у него сейчас происходит неосознанно, что ли, несерьезно. Вот он до конца не осознает, что происходит в отношениях, и что ситуация уже достаточно сложная. И как было в прошлом, отношения уже не вернешь. Так, ваши действия по отношению к нему. 6 мечей и звезды. Но вы будете отдаляться, вы будете закрываться, и вы всеми силами будете ему показывать, что вы нацелены изменить свою жизнь. И уйти, скорее всего, вы захотите, потому что ваш весь расклад нам говорит о том, что вы нацелены на перемены. И так как здесь было предательство, вот здесь, да, сигнификатор, или обман, или вот какие-то неприятные моменты в отношениях, вы хотите перемен, вы хотите изменений. Вам больше тот формат, который между вами есть, он вам не нужен, и вы так жить не хотите. И будете всеми силами ему показывать, что извини, дорогой, либо мы меняем формат отношений, да, если тут нет места предательству. Если же есть место предательства, то здесь, конечно, вы хотите уйти, хотите из этих отношений уйти, покинуть и изменить свою жизнь, и жить уже без него. Действия с его стороны по отношению к вам. Карта повешенной и паж пентаклей. Но здесь абсолютно никаких действий. Здесь он будет ждать скорее действий от вас, да, что вы будете делать, что вы будете предпринимать, и уже потом он будет принимать решение. Тут некая такая жертва. Он
знаете, такое ощущение, что строит из себя такого благородного мужчину, который готов все сделать так, как желает его женщина. Но, знаете, вот потому что я ее люблю. Вот такое ощущение, знаете, вот дам ей то, что она хочет, но мужчина совсем не думает о том, что здесь корень зла-то в нем, что если бы не он, и что если бы он не причинил тех чувств, переживаний, эмоций и, грубо говоря, вреда, обиды какой-то, да, то и не нужно было бы чем-то жертвовать ему. Вот здесь нет такой вот осознанности. И он такой в позиции больше ожидания и ничего не делания, я бы так сказала, будет ждать от вас в первую очередь каких-то действий. И куда ваши отношения идут? 6 пентаклей, 3 пентаклей и 10 жезлов. Такое ощущение, да, что вы на этой недельке все равно эта ситуация, она не закончится, она не придет к логическому завершению своему, и мужчина будет следить за вами, и ситуация будет сложная, ему будет, у вас и у него будет желание из этой ситуации выйти, но нет, не получится, потому что еще не все пережито, еще не все переварено, как говорится, да, и придется еще потерпеть и эту ситуацию, которая сложилась, завершить. Тут и он будет за вами наблюдать больше, даже чем вы за ним. У вас все равно больше такая нацеленность на перемены. Он же просто, как я и говорила, будет ждать. В общем-то, отношения и ситуация, вот как они на протяжении всей недельки строились, так они и завершатся. То есть конца тут этой ситуации не видно. И это был вариант номер 3. Дорогие, пожалуйста, если такой формат расклада вам нравится, то будем делать его еженедельно. Если нет, будем снимать что-то другое. Жду от вас обратной связи. Если видео нравится, пожалуйста, пишите комментарии, ставьте лайки. И всего вам самого хорошего. Любви, гармонии. Самое главное, любите и берегите себя. Пусть ваша жизнь будет наполнена только радостью, счастьем, любовью и гармонией. С вами была Астарта Сантия. Всех благодарю, что были со мной. И с вами прощаюсь. До встречи в других моих видео. Всем пока.